День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Коротко о темах выпуска. В Якутии впервые проходит международный чемпионат по оленеводству. Соревнования собрали гостей и участников из разных стран. 9-летнюю годовщину вхождения Крыма в состав России отмечают сегодня. О значимости исторического события расскажет Мария Кардашевская. Якутия готовится к паводковому и пожароопасному сезонам. Александр Хавренко побывал на учениях экстренных служб. Для того, чтобы этот сезон прошел максимально безопасно, в Якутске проводятся командно-штабные учения, на которых задействованы все экстренные службы. Весна – пора яркого солнца. Надежда Саханская узнавала, как избежать проблем со зрением в весенний период. Солнечные лучи начинают отражаться от снега, что неблагоприятно сказывается на зрении человека. Разумеется, здесь не обойтись без соответствующей защиты. Фантазия, которая стала реальностью. В Лос-Анджелесе прошла церемония «Оскара». Среди номинантов режиссеры родом из Якутии. Валерия Наумова расскажет о их творческом пути. На этой неделе в Якутии проходит международный чемпионат по оленеводству. Соревнования проводятся в рамках председательства России в Арктическом совете. Чемпионат проходит в селе Иенгра Нерюнгринского района республики, куда съехались команды из 13 оленеводческих регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии. Подробности в материале наших нерюнгринских коллег. Готовится Хозяинов Егор, Югра, 47-й. Соревнования по прыжкам через нарты открывают спортивную часть программы международного чемпионата по традиционному оленеводству. Этот вид спорта – одна из дисциплин северного многоборья, требующая хорошей физической подготовки. Дополнительные трудности создают погодные условия. Были у нас сегодня, да, очень было ветрено, порывистый ветер был, по-моему, если не ошибаюсь, 18 метров в секунду. Но я думаю, участники справились и показали неплохие результаты на данную погоду. Айтал Амосов – победитель соревнований среди мужчин. 190 нарт, хотя личный рекорд, но в закрытом помещении составляет 630. Главное почувствовать расстояние, высоту, чтобы не слишком высоко, не слишком низко прыгать. Если высоко прыгаешь, уже устаешь, больше сил тратишь. Если низко, то когда устаешь, начинаешь касаться, уже ошибки появляются. Для участия в соревнованиях прибыли 130 человек из 14 регионов России, Монголии и Китая. Все они хранители древних традиций, развивающие такую отрасль, как оленеводство. Я вовсе не готовилась. Так мы кидаем аркан 11 метров с одного места, и 3 попытки бывает, и харей 3 метра в высоту. Вот. А вот так я не готовилась вообще. Сегодня первый раз такое вижу. Я очень волновалась перед этим. В этот же день на международной конференции обсудили актуальные проблемы, связанные с сохранением и развитием оленеводства, а также основы дальнейшего развития отрасли. И мы сегодня предлагаем не закон об оленеводстве. Мы хотим вот вдобавок к тому, что у нас есть госреестр, мы решим вопросы по охоте. Вот сейчас внесли закон по традиционному рыболовству, чтобы снять заявительный принцип. И эти поправки есть. По охоте они уже вступили, по рыболовству мы только вот их внесли. Второй день спортивных состязаний встретил участников порывистым ветром и снегопадом. Это не помешало спортсменам выложиться на все 100% в комбинированной эстафете на широких лыжах и в дисциплине «Северный тройной прыжок», где судьбу наград решали считанные сантиметры. Победа в копилке команды Якутии среди мужчин и у женщин представителей Чукотки. У девушек, у лидеров очень хорошая подготовка, ну и некоторые, конечно. Ну, видите, у нас на улице выходят, поэтому как бы скользко и так далее, поэтому не показали некоторые девушек лучший результат. А судейская бригада отработала она отлично. Ловля оленей для каждого оленевода – привычное дело. Причем в обычной жизни ловить животных приходится в тундре, что намного сложнее. Не сложно, это очень легко. Собираешь аркан, потом идешь в стадо и ловишь оленей, да и все. Это не очень так тяжело. У меня олени свои есть на Сахалине. Я 4-й год только занимаюсь этим. Начал разводить оленей. Вот, пытаемся. Тут первый раз пробую, как ловить их надо.
Но учимся со временем. Правила соревнований довольно простые. Необходимо выполнить все действия как можно быстрее. Кто потратит наименьшее количество минут, тот и победитель. Для настоящего оленевода поймать оленя задача несложная, поэтому практически все участники успешно справляются с поставленной задачей. Но для обычного человека поймать оленя практически невозможно, если только это не настоящий олень, которого можно погладить, покормить и заарканить. Лучшее время в ловле оленей показали представители команды Амурской области. За 1 минуту 47 секунд им удалось поймать, вывести и привязать 5 оленей. В это же время деловая часть программы чемпионата продолжилась в районной администрации, где было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства, угледобывающей компанией и кочевой родовой общиной «Исток». Сегодня состоялось подписание фундаментального нашего флагманского проекта, который поднимет оленеводство Якутии. Планируется увеличение оленей до 2000. Также девиз нашей компании – это «Добываем будущее вместе», и мы гордимся добывать его вместе с ивенками. Сегодняшняя история – это фундамент для развития не только текущей общины, но и передачи их ремесла, умения будущим поколениям, их детям. Особо колоритно прошла и культурная часть. Гостям были представлены спектакли, национальный обряд встречи гостей и выставка предметов народного творчества и культуры оленеводов Нерюнгринского района. Ирина Жданова, Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. И в продолжении темы на поддержку оленеводов в Якутии выделили более миллиарда рублей. Кроме того, из федерального бюджета выделяются средства по программе традиционной хозяйственной деятельности КМНС по линии Минвостокразвития. В том числе средства направляют на строительство маршрутных домиков, изгородей, закупку оборудования и вездеходов. На республиканском же уровне реализуется программа «Молодой оленевод», в рамках которой выделяется 1 000 000 рублей на покупку или строительство жилья. Данной программой на сегодняшний день воспользовался 51 молодой оленевод. Четырехзвездочная гостиница, ресторан национальной кухни, глэмпинг-парк в виде чумов, оленей загон и многое другое расположится на территории уникального этнокомплекса в Янгринском районе Ивенкийского национального наследия. Проект презентовали в рамках международного чемпионата по традиционному оленеводству, который в эти дни проходит в Нерюнгринском районе. Проект разработан в этническом стиле с применением национальных орнаментов и с учетом ландшафта местности. Уникальный этнокомплекс оценен более чем в 1 миллиард рублей. Еще одна фишка будущего комплекса – это строительство первого в стране круглогодичного центра отдыха и оздоровления детей для коренных малочисленных народов Арктики. Ученые из 12 стран мира примут участие в научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске 22-24 марта. Об этом сообщили эксперты на пресс-конференции, которая состоялась в Москве и была посвящена презентации форума. Какими еще новостями поделились организаторы, расскажет Максим Кардозу. К будущей конференции по изменению климата и таянию вечной мерзлоты в Якутске приковано внимание научного сообщества из самых разных стран. Даже в условиях международной напряженности о своем участии заявили сотни специалистов и журналистов из 12 государств. Причем среди них Бразилия, Турция, Япония. И сразу же становится понятно, что климат – это важная тема для всего мира. Будут эксперты. Их, я так посмотрел, не меньше трети – это Индия и Китай. И это действительно центры, в которых проводятся очень большие исследования, потому что мы же говорим о 3 полюсах. Это Арктика, Антарктика и Гималаи. Специалисты в этой области примут очень активное участие в изучении и в работе конференции. Задача конференции – это поиск научно обоснованных решений для адаптации экономики к изменениям климата. Эксперты задаются вопросом, как сохранить планету для будущих поколений и что для этого нужно сделать уже сегодня. Участники – это не только ученые, но и инженеры, строители, экономисты, представители власти. Сессии будут проводиться как в очном формате, так и офлайн и смогут объединить самые разные направления. В рамках конференции предполагается создание ассоциации геокриологов. Это инициатива молодых ученых. Очень радует о том, что в составе конференции будут площадки, на которых будут принимать активное участие наши молодые ученые со всей страны и из-за рубежа. Это говорит о том, что молодые ученые видят перспективу своей научной деятельности именно в этой отрасли. Идея проведения подобной конференции принадлежит руководству нашей
нашей республики. И эксперты считают, что для форума об изменении климата и таянии вечной мерзлоты Якутск – это идеальная площадка. Причем эта конференция включена в официальный план мероприятий представительства России в Арктическом совете, которое завершается в этом году. Во-первых, конечно же, Якутия – это уникальный регион, самый большой субъект Российской Федерации. Это более 3 миллионов квадратных километров. При этом более 40% территории Якутии находится за Северным полярным кругом, и почти вся территория республики расположена в зоне сплошной мерзлоты. Поэтому для Якутии вопрос изменения климата крайне важен и актуален. Помимо этого, исторически, как было здесь уже сегодня сказано, действительно в Якутске сложилась сильная научная школа по изучению мерзлоты и наработана уникальная экспертиза. Это и Институт мерзлотоведения Сибирского отделения РАН, и Северо-Восточный федеральный университет. Уже сегодня принято решение, что конференция по изменению климата и таянию вечной мерзлоты будет регулярной. Планируется собирать экспертов в Якутске каждые 2 года. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем. Москва. Давайте вместе вернем Арктике ее первозданный вид. Под таким лозунгом работает федеральный проект «Чистая Арктика» по очистке территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения Арктики в советский период. Из арктических районов республики вывезут тысячи тонн металлолома. Работы пройдут в поселках Чукурдах, Сейлык, Батагай, Тикси, Усть-Куйга, а также в Жиганске и закрытом промышленном поселке Лазо. Напомню, в республике программа реализуется с 2021 года. Только за прошлый год более 3000 тонн мусора было убрано на общей территории в 28 гектаров Булунского и Усьянского районов. В программе приняли участие 130 волонтеров. В этом году планируется включить еще Алайховский и Верхоянский районы. Будут привлечены волонтеры из федерального центра, возможно, приедут. Но мы, конечно, надеемся, что у нас население тоже будет активно, как всегда, участвовать. Будет проведена уборка территорий от металлолома, от мусора. И для этого, конечно, необходимы не только волонтеры, необходима специализированная техника. Для этого нужно привлечь, конечно, компании, у которых есть такая техника. И мы эту работу будем сейчас проводить. Россия определила новые меры по адаптации к изменениям климата. Распоряжение об утверждении национального плана подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. План рассчитан на период до 2025 года и содержит 17 мероприятий, которые сгруппированы в федеральный, отраслевой и региональный блоки. В частности, документ подразумевает совершенствование механизма страхования с учетом рисков стихийных бедствий, создание и внедрение новых технологических решений, направленных на изучение климата. Большая работа предстоит и в арктической зоне страны. Там планируется провести мониторинг состояния и устойчивости грунтов в пределах населенных пунктов и производственных объектов, а по его результатам подготовить необходимые предложения в области технического регулирования. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам в срок до 15 апреля обеспечить участникам спецоперации отпуска на срок не менее 14 суток, не реже 1 раза в полгода. Речь идет как о кадровых служащих, так и об участниках добровольческих подразделений, говорится в тексте поручения. В срок отпуска при этом не будут включать время, необходимое на проезд к месту его проведения и обратно. Поручение направлено на реализацию тезисов, озвученных президентом в послании Федеральному собранию 21 февраля. Якутия продолжает поддерживать воинов-якутян. Глава республики Айсан Николаев передал отряду «Барс-2» гуманитарный груз. Это 4 модернизированных квадроцикла, противодроновые ружья, тепловизоры, прицелы, дроны, коллиматоры, рации, дополнительная экипировка и продукция компании «Хатутенд». Военнослужащие и мобилизованные из республики с честью выполняют все поставленные перед ними боевые задачи. Бойцы передают благодарность всем якутянам за помощь и поддержку. Благодаря нашей общей работе мы передали новые квадроциклы, изготовленные специально по
просьбам наших бойцов. Это модернизированные «Соколы». И уверен, что вот передача новой техники, которая может как раз в сегодняшних условиях здесь очень помогать нашим бойцам, различных видов снаряжения, антидроновых ружей, конечно же, позволит нашим бойцам еще лучше выполнять свои задачи, защищать нашу Родину, уничтожать врагов. Хочу, значит, от лица всего личного состава батальона поблагодарить республику в лице главы за неоценимую помощь и поддержку, которую вы нам повсеместно оказываете. Значит. Особенно обращаю внимание вот за вот эту технику, которую видите вы на заднем фоне. Она нам в нашей работе непосредственно очень сильно поможет. А также за всю остальную гуманитарную помощь. Это специальные приборы, средства связи, а также амуниция, экипировка. И корреспонденты НВК «Саха» продолжают работать в зоне специальной военной операции. В данное время мои коллеги Олег Колесов и оператор Илья Жараев находятся на линии соприкосновения. Подробности в следующем материале. Ну, мы тут встретили земляка с Якутска, парень из Сайсары. Ну, давай расскажи, как вообще тут живется и как работа идет. Да комфортно, спокойно. Конечно, не без напряжения. Но мы стараемся, живем. Бытом занимаемся в основном. На задачи катаемся тоже. По установке мин. Вот. Обезопасить, чтобы отходы. Вот. А так, в принципе, все спокойно у нас. Ты уже мобилизованный, да? Да, мобилизовали, ага. Ну, вообще, какие гуманитарные помощи тут передают ребята? Да, конечно, постоянно. От наших постоянно. Вообще, большое спасибо вам. Очень сильно поддерживаете. Вот так, да. Очень часто. А детей письма получили? Да, письма, ага, приятно очень было, да, получить. И вот такие вот маленькие радости, они, наверное, дух поднимают. Да, это точно. Даже вера больше становится. Связь держите? Да, с домом, да, держим связь, все хорошо. Все тоже спокойно. Переживают, звонят тоже, конечно. Ну, ничего не без этого. Вот. Семьянин? Да, у меня сын и жена. Сыну сколько лет? Сыну 3 года. 4-й год еще уже идет. Вот, тоже растет. Тут связь есть, да? Да, связь есть, ага. Можно выйти, посидеть ненадолго, конечно. Вот. А там семье помогают? Семье, да, конечно, помогают. Например, какие помощи оказывают? 200 тысяч, это получается республиканские. Потом от мэра 30 тысяч. И еще от мэра, получается, продукты, довольствия. Тоже помогали хорошо. И вроде как слышал, вот последние новости, там что-то по 6 соток земли, по-моему, будут раздавать. Вот. Кто именно пока с Якутска города. Ну, с округов, видимо, тоже будут делать это. Вот. Очень приятно, конечно, поддержки вообще хорошие. Ну, когда там хорошо, тебе тут спокойнее, наверное. Конечно. Зато я уверен, что у меня дома семья, все. У них и деньги, и все есть, и покушать есть. Нормально, все в безопасности. Конечно, так спокойней. А тут насчет отпуска еще указ же был президента. Да, ну, как слышали. ты думаешь, такие, отпуск, насколько это важно? Отпуск, не знаю. Мне кажется, конечно, важно, да, повидаться с родными, все равно этого не хватает. Конечно, хочется этого. Вот, поэтому, да, согласен с президентом. Это очень хорошо. Ну, давай передай привет сыну обязательно. Сынка, привет. Папа тебя любит. Жди. Скоро приедем. Надеюсь, скоро все закончится. Алена, люблю тебя. Молодец, спасибо тебе. Спасибо вам.
Республика продолжает оказывать помощь для участников специальной военной операции и их семьям. С начала осуществления мер поддержки для детей, чьи отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции, уже оказано более 4000 мер социальной помощи в системе образования. Таким образом, около 1200 детей освобождены от платы, взываемой с родителей, а также около 1200 учащихся с 5 по 11 классов получают бесплатное питание в общеобразовательных организациях. Также у нас возросло количество оказанных мер по предоставлению бесплатных путевок детям от 6,5 месяцев до 18 лет. Это 1352 бесплатные путевки. И, как вы знаете, у нас тоже продолжается работа по оказанию мер поддержки студентам. Это оказание повышенных стипендий и заключение договоров о целевом обучении. Сегодня отмечается 9-летие с момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Этот день уже вошел в историю нашей страны и мира как яркий символ народного порыва, любви к родине и высочайшего подъема патриотизма во всех уголках страны в новейшей истории нашего государства. Тему продолжит Мария Кардашевская. Черноморский полуостров площадью в 27 тысяч километров, омываемый с севера Азовским морем, присоединялся к России дважды. В 1783 году при императрице Екатерине II и в 2014 при президенте Российской Федерации Владимире Путине. 16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к России, на котором более 95% проголосовавших, при явке в 85%, сказали «да» вхождению в состав Российской Федерации. 17 марта была провозглашена независимая республика Крым и, наконец, 18 марта Крым подписал договор о вхождении в состав Российской Федерации. Мы любим Россию! Поздравляю вас с праздником! С днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Будьте счастливы! Крупнейшим инфраструктурным проектом для России в 21 веке стал Крымский мост. Автомобильное движение по нему идет с мая 2018 года, а железнодорожное с 2019. Продолжением моста в 2020 году стала федеральная трасса Таврида. Она соединила восток и запад полуострова скоростным автобаном. Одним из крупнейших в Восточной Европе и самым современным стал новый аэропорт Симферополя «Крымская волна». Ну а 3 энергоблока общей мощностью до 500 мегаватт, введенные за эти годы, и энергомост из Краснодарского края, позволили полностью отказаться от поставок электроэнергии из Украины. Об этих и других ключевых событиях новейшей истории рассказали ученикам 29-й школы города Якутска в преддверии 9-й годовщины вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Сегодня мы узнали о том, что 18 марта – это очень важный день в истории России. Это день воссоединения Крыма к России. Мне этот урок очень понравился. Хочу, чтобы проводили побольше таких мероприятий. Айна Павлова, методист ресурсного центра в сфере национальных отношений, проводит уроки гражданственности уже 5-й год. Педагог в доступной форме рассказывает школьникам о ключевых событиях в истории страны. Урок гражданственности провожу в целях патриотического воспитания, в целях толерантности. И в конце урока традиционно мы проводим в виде игры, чтобы детям стало интереснее. И дети с удовольствием в этой игре постоянно принимают участие, активное участие. И в конце потом дарим подарки. Такие уроки в школе номер 29 стали уже традиционными. Их проводят 2-й год. Как правило, они приурочены к ключевым событиям в истории страны и государственным праздникам. Совместные проекты с Домом дружбы народов наши дети посещают с большим удовольствием. Им очень нравится посещать Дом дружбы народов. Лекторы проводят очень интересные мероприятия. На уроках гражданственности у детей формируется чувство патриотизма, толерантности. Ведь они узнают о героических страницах новейшей истории нашей страны. Мария Кардашевская, Джулустан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Переходим к другим темам. Якутия готовится к паводковому и пожароопасному сезону. Традиционно в это время в начале весны в местности Юсьхатын проходят командно-штабные учения с привлечением всех экстренных служб. Отрабатывается взаимодействие всех структур, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. На учениях побывал мой коллега Александр Хавренко. Республика готовится к началу пожароопасного и паводкового сезона. Для того, чтобы этот сезон прошел максимально безопасно,
Якутске проводятся командно-штабные учения, на которых задействованы все экстренные службы для того, чтобы отработать каждый шаг, каждый миллиметр, каждый сантиметр своих действий и вовремя прийти на помощь, если таковая понадобится. Командно-штабные учения и смотр готовности сил и средств в эти дни проводятся по всей территории России. Это абсолютно все службы экстренного реагирования РСЧС Республики Саха-Якутия отрабатываются вводные по тушению условного лесного пожара. Естественно, будет привлечена авиация МЧС России, которая покажет ту самую мощь, которую мы имеем у себя на территории субъекта. Будет десантирование при помощи спускового устройства роликового, будут работать наши спасатели, как федеральные, так и местные, республиканского значения. В целом, я считаю, что подобные учения должны проводиться ежегодно. Это самое хорошее, то, что мы можем посмотреть, ту самую готовность, с которой мы будем потом реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. По легенде учений произошел пожар в лесном массиве, куда незамедлительно выдвинулись силы авиалесоохраны и пожарных подразделений. В кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован. Также службы спасения отработали десантирование пожарных к месту возгорания при помощи авиации. Сегодня проверяли городскую систему, нашу подсистему, к чему было построение. Ну и также такие же мероприятия проводятся во всех районах нашей республики. При этом есть ряд районов, которых мы отдельно еще проверим. Это арктические районы и южные районы, где у нас начнется паводковая ситуация. В учениях приняло участие более 150 человек. И все службы решили поставленные перед ними задачи и показали готовность реагировать на любые чрезвычайные ситуации. В целом все звенья подсистемы сработали правильно во взаимодействии. Считаю, что цели учения и практической составляющей, и построения достигнуты. Оцениваю на оценку хорошо. Вне зависимости от прогнозов, как будет проходить пропуск талых вод и насколько сложной будет пожароопасная ситуация в лесах, экстренные службы всегда готовы отработать по самому пессимистичному сценарию. Как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Якутские онкодиспансеры и IT-компания «Сайберия» подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут работать над реализацией проекта «Совместная научно-исследовательская работа по созданию моделей по выявлению образований в молочной железе на базе томосинтеза». Целью является разработка системы программного обеспечения для лучевой диагностики, благодаря которой появится возможность выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, а также значительно облегчит работу врачей. Срок соглашения подписан на 3 года. В первую очередь дает возможность нам, как разработчику, провести научно-исследовательскую работу как раз-таки для развития наших продуктов. А для медицинских организаций и институтов это в первую очередь научная деятельность. Очень радует, что внимание наших IT-специалистов направлено именно на здравоохранение. И объединившись, мы сделаем, я думаю, сделаем очень интересный продукт. Надеемся, что он будет качественный. У нас, как у специалистов, тоже есть свои идеи, свои наработки. И вот совместная работа, я думаю, принесет очень хорошие результаты. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. В Мирном на этой неделе работала офтальмохирургическая бригада врачей из Якутии. Подробнее о том, какие операции провели пациентам, в материале наших коллег. Бригада врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы на этой неделе работала в Мирнинском районе. Врачи за несколько дней провели операции по удалению катаракты. За один день бригада офтальмологов проводила около 30 операций для пациентов, которым было рекомендовано оперативное лечение. Пациент обращается к офтальмологу МЦРБ, мы осматриваем. Если есть показания, у нас ведется предварительный список, куда мы записываем. Вот, и по приезду бригады мы всех обзваниваем, оповещаем. Пациент приходит к нам уже, и мы ведем подготовку пациентов. Ну вот, в этот раз у нас было осмотрено 76, а 68 отобранных к операции.
Выездные бригады являются большой поддержкой жителям Мирного. К слову, столичные офтальмологи проводят операции в Мирном не первый год. 5 лет тому назад левый глаз сделал. А спасибо им. Каждый раз приезжают, про нас не забывают. Вижу этим глазом хорошо. Вот теперь хочу повторить правый глаз. Надеюсь, они очень хорошо сделают. Им удачи, успеха и нам здоровья. Катаракта – это заболевание, характеризующееся деструктивными изменениями хрусталика глаза, в результате которых он теряет свою прозрачность и перестает выполнять функцию линзы. Единственный эффективный способ лечения катаракты – это операция. 80 пациентов будут реабилитированы с катарактой. У нас таких бригад работает по разным направлениям уже достаточно много. В каком смысле я хочу сказать, что мы с 2008 года освоили эту методику факоэмульсификации. У нас для этого есть специальное оборудование, именно факоэмульсификацию, которая выполняется на выезде. То есть это все равно портативное оборудование. Это факомашины, которые портативные, не очень большие, это не стационарные машины. Вот мы на сегодня привезли 2 факомашины. Это микроскопы тоже достаточно облегченные. Есть, тут учитывается весовая категория, да. Есть и чемоданный микроскоп, и диагностическое оборудование портативное, которое нам помогает, так сказать, рассчитать этот хрусталик. Поэтому, конечно, это то, что мы внедрили в 2008 году, это было очень хорошо. Организация офтальмохирургического десанта весьма удобна для маломобильных пациентов и особенно для тех, кому в силу своего возраста и состояния здоровья противопоказана длительная поездка на лечение в Якутск. Благодаря помощи высококвалифицированных офтальмологов пожилым людям нет необходимости искать сопровождающего, тратиться на проезд, покупать авиабилеты, переносить долгую дорогу. Анна Васильева, Якутия, день за днем. Ну а Якутск на этой неделе боролся со снегом на улицах. Причем, по словам специалистов, снега в столице республики этой весной в несколько раз больше нормы. Городские коммунальные службы убирают его в круглосуточном режиме на полигоны. Уже складировано и вывезено более 3000 кубометров. Во время планерки мэра Якутска Евгений Григорьев поручил управам привлекать к административной ответственности управляющие компании, а также собственников зданий, владельцев частных домов, игнорирующих мероприятия по вывозу снега. Снегопад испытал на прочности жителей Приморья. Сильный снег в дальневосточной столице шел больше суток. Высота покрова составила 30 и более сантиметров. Дорожники в усиленном режиме продолжают расчищать дороги и пешеходные связи от последствий разгула стихии. Подробности расскажет Лидия Гасанбалаева. Традиционно мартовский снегопад накрыл Владивосток. Свободное посещение в детских садах и школах, работники на удаленке. Многие спуски и подъемы закрыты для проезда. Все силы в дальневосточной столице брошены на борьбу со снежной стихией. Такая погода в начале весны во Владивостоке не редкость. Можно даже сказать, что это постоянное и ожидаемое явление. Многие автомобилисты, как правило, стараются не выезжать на машинах в эти дни. В народе такие снегопады называют «день жестянщика», так как аварий на дорогах становится очень много. Непогода привела к росту числа аварий на дорогах дальневосточной столицы и не только. В городе работает более 200 сотрудников дорожно-патрульной службы, а расчисткой дорог занимаются более 150 единиц снегоуборочной техники. Самые сложности это на самом деле заключается только в наличии транспорта на автодорогах. Это самая главная проблема. Людей предупреждают заранее, что не выезжать, но все-таки не придерживаются этого сигнала и выезжают на дорогу. Тем самым мешает проведению дорожных работ по очистке снега на дорогах. Конечно же, работает техника снегоуборочная, но также есть и специалисты, которые работают лопатами, очищают тротуары, труднодоступные места, пешеходные дорожки, лестницы, чтобы люди добирались до работы и чувствовали себя в хорошем настроении даже в такую плохую погоду. Неудобства в передвижении испытывают не только автомобили, но и пешеходы. Хоть расчистка улиц идет практически круглосуточно, но сил явно недостаточно. Поэтому многие тротуары и пешеходные зоны завалены непроходимыми сугробами. Ситуацию усугубляет опасность схода льда с крыш зданий, из-за чего пешеходы вынуждены периодически идти по проезжей части. Неудобство снега в Владивостоке заключается, наверное, в моем понимании, это, как считается, допустим,
Очень много снега выпадает. Месячная норма, скажем так, наверное, за сутки, за двое суток. Ну и дорожная служба города Владивостока хоть и выезжают ночами, работают, но не справляются. За ночь, например, расчищаются центральные дороги, а придомовые территории чистят, например, управляющие компании. Но, к сожалению, вот сегодня я на работу добиралась минут 40, когда обычно минут за 15 я доезжаю до работы. Сегодня пришлось подольше постоять на остановке и ехать на автобусе до работы. Хоть снегопад в марте – это всегда ожидаемое событие для Владивостока, но подготовиться во все оружие к нему бывает очень сложно. Это связано как с особенностями рельефа города, так и с огромными человеческими и техническими ресурсами, необходимыми для борьбы с последствиями стихии. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. В Якутию пришла долгожданная весна, а вместе с ней солнечные дни. Однако и тут есть свои подвохи. Сияющее солнце вкупе с белоснежным снегом могут вызвать так называемую снежную слепоту, или еще ее называют снежную офтальмию. Это ожог глаза от ультрафиолетовых лучей солнца, отраженных от снега. Как уберечь свое зрение, узнавала Надежда Саханская. С приходом весны увеличивается световой день, и, как следствие, солнечные лучи начинают отражаться от снега, что неблагоприятно сказывается на зрении человека. Разумеется, здесь не обойтись без соответствующей защиты. Так смотрится гораздо лучше, но, разумеется, чтобы выбрать соответствующий аксессуар, здесь не обойтись и без консультации специалиста. Ослепляющие лучи пагубны в период активного солнечного излучения весной, поскольку снег кристаллизуется и дополнительно идет преломление света от этих кристаллов. Для того, чтобы впоследствии не обращаться к специалисту с возникшей патологией, следует заранее позаботиться о своем здоровье. Если слишком много солнца, например, попадает на глаза, на сетчатку, это может повлиять на остроту зрения в дальнейшем. В основном это влияет на возрастных людей, у которых появляются изменения на глазном дне. Необходимо учесть, что перед приобретением очков стоит проконсультироваться с врачом-офтальмологом, а сами очки приобретать в специализированных салонах. В первую очередь здесь идет речь не только о богатом ассортименте, но и о качественном товаре, который не навредит здоровью. Мы рекомендуем покупать качественные сертифицированные очки в проверенных хороших салонах или магазинах. И также можем рассказать о том, какие виды солнцезащитных очков. Можно приобрести фотохромные линзы, можно с диоптриями сделать, можно без. Сейчас также популярны водительские линзы. Они максимально защищают также от ультрафиолета, защищают от отраженного света, то есть слепить не будет, тем самым безопасно будет на дороге. Автолюбителям в первую очередь необходимо задуматься о своем зрении. Человек, находящийся за рулем, несет большую ответственность как за пассажиров, так и за пешеходов. Те, кто находится за рулем, у них в поле зрения попадает много различных бликов, блики от светофора, фар. Таким людям необходимо носить очки антибликовые для водителей, которые блокируют излишние световые вспышки, фары, светофора. Вопрос защиты зрения по-прежнему остается актуальным. Глазам необходима защита от яркого света солнца и его лучей. Но одного отрицать нельзя. Солнцезащитные очки необходимы весной даже сильнее, чем летом. Ну а выбор такого аксессуара для каждого индивидуален в зависимости от применения и возможных медицинских показаний. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. В этом году Ленский православный военно-патриотический клуб «Витязи» отмечает свой 10-летний юбилей. Деятельность клуба включает в себя разные направления. Это история, топография, вязание узлов, рукопашный бой, медицину, огневую подготовку и другие. А также летний лагерь и походы. С работой клуба ознакомились наши ленские коллеги. Очередное занятие – среда, день фланкировки. Воспитанники клуба во всеоружии, в прямом смысле этого слова. Разделившись на две группы, они начинают свою тренировку. Сегодня я их развел по обе части.
Здесь у нас была старшая группа, которая более подготовлена наиболее. Потом была средняя группа, и там у нас дальняя группа были девочки, которые недавно пришли. И вот сначала с одними поработаю. Говорю, что ты сейчас старше, отрабатывайте такой-то элемент. Потом среднюю, вот такой старше отрабатывайте в такой-то элемент и так далее. Но когда работаешь с оружием, с ним, допустим, даже если один вид оружия, надо стоять всегда рядом. Фланкировка занимает лишь часть урока. Остальное время юные казаки стреляют из пневматического оружия и собирают автомат Калашникова на время. Начинаем с того, что для начала нужно ставить магазин. Но магазина тут, к сожалению, нету, поэтому мы сразу переходим к... Вот мы снимаем предохранитель, отворяем затвор, производим выстрел. И только после этого можно начинать разбирать. Справился с этой задачей Николай, как положено, за 30 секунд. Молодой человек уже несколько лет занимается в клубе, поэтому делает это он лучше и быстрее остальных. Фланкировки, надо сказать, пока парень тоже лучший. Богдан Теркин посещает клуб только год. Желание у мальчика научиться всему, поэтому он упорно трудится, и у него уже начинает немного получаться. Я видел на концертах, как все фланкировали, там выступали с ними. Я решил также научиться махать. Что ты сегодня умеешь уже делать? Ну, подбрасывать ногой, ловить их руками, перехватывать. Посещает военно-патриотический клуб не только парни, но и девушки. Екатерина Боярова занимается в Витязях только 3 месяца. Пришла с подругой просто посмотреть урок. Понравилось, записалась в клуб тоже. Мы делаем иногда какие-нибудь сальты, играем мячи. И вот у нас тут и стрельба проходит, и разбирание калаша. Мне больше нравится заниматься шашками крутить. Мне это больше нравится. Ну, иногда мы стреляем, и это мне тоже нравится. Физическая подготовка проходит у ребят каждую среду и пятницу. В эти дни ребята бегают, прыгают, занимаются силовыми тренировками. Также для них проводятся боксерские поединки. Большинство, кто у нас ходит в клуб, они, видимо, до этого нигде не занимались вообще. То есть, как бы там, такое, ничего, они нормально уже подросли, тут уже некоторые уже такие возмужали уже, как бы. Я думаю, что наши занятия просто так не пройдут. Я надеюсь, они оставят какой-то след в их и физическом здоровье, и воспитании, и физическом, и как бы в дальнейшей жизни просто. Раз в неделю по понедельникам в воскресной школе для ребят отец Дионисий проводит теоретические уроки, на которых ребята изучают историю России и православную культуру. В летний период юные казаки выезжают на военно-полевые сборы в пригород города. Где-то около недели мы проводим в лесу, учимся выживать. Нам рассказывают, показывают, что и как устроено. И готовим пищу на костре. И играем, веселимся вообще. Дисциплина у Витязей такая же строгая, как у настоящих солдат. Расслабиться здесь не получится. Но именно она учит ребят быть настоящими мужчинами, сильными, смелыми, в любой момент умевшими постоять за себя и своих близких. Сегодня в составе клуба более 20 ребят, но желающие пополнить ряды юных казаков могут сделать это в любое время. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. Ощутить высоту ленских столбов, увидеть небо, реку и побывать на песчаных дюнах Тикуланы теперь возможно на виртуальной экскурсии. В Национальном художественном музее в мультимедийном зале появились VR-очки, благодаря которым можно совершить 16-минутное уникальное путешествие с охватом более 100 километров. Наш корреспондент Светлана Амосова тоже попробовала отправиться в VR-путешествие. Национальный парк «Ленские столбы» совместно с одним из операторов сотовой связи реализовали проект, направленный на развитие туризма в регионе. Виртуальная выставка представлена в стенах Национального художественного музея республики. Так получилось, что во время подготовки к столетию ЕССР наш музей на 3-м этаже представляет экспозицию, где используются новейшие технологии, мультимедийные цифровые технологии. И как раз вот этот VR-тур, он как бы дополняет экспозицию. Виртуальная экскурсия выглядит следующим образом. Посетитель надевает VR-очки и сразу погружается в атмосферу лета и природы. Обзор в 360 градусов позволяет увидеть все, что находится рядом. Это и красивое небо, величественные скалы и неописуемые пейзажи. Сейчас я плыву на моторной лодке, и все такое настоящее. Качество, знаете, очень четкое. Это как будто, смотрю телевизор с очень высоким разрешением. И вижу прямо каждую песчинку, каждый камушек.
Здесь, в устье реки Буотама, в Якутии, мы начинаем наше путешествие по национальному природному парку Ленские столбы. Благодаря современным VR-очкам можно побывать на Ленских столбах и посмотреть на красоты Якутии с высоты птичьего полета. Также можно прокатиться на моторной лодке по реке Лена или пройтись пешком. Вся экскурсия занимает 16 минут. Отметим, что вся виртуальная экскурсия сопровождается комментариями. Экскурсовод делится интересными фактами о национальном парке Ленские столбы. Горный массив Ленские столбы начал формироваться порядка 500 миллионов лет назад. А сам комплекс вертикально вытянутых скал появился сильно позже, около 400 тысяч лет назад, в результате движений и разлома сибирской платформы. Более того, в VR-очки интегрированы живописные и графические произведения якутских художников, запечатлевшие Ленские скалы и реку Лену. Всего представлено 7 произведений из фонда музея. Очень благодарна компаниям, что они в эту экскурсию включили произведения наших художников, и подлинную живопись можно увидеть в нашей постоянной экспозиции. То есть тут есть такие связи, очень важные для нас. Проект «Место силы» направлен как на жителей Якутии, так и на гостей республики. Как отмечают организаторы, это новый импульс в развитии региона. Дополненная реальность позволяет восхититься удивительными видами природного парка и узнать много новой и интересной информации. Посетить Национальный художественный музей можно со среды по воскресенье по адресу Кирова, 9. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. На республиканский фестиваль «Муссустар» в числе почетных гостей в Якутск прибудет олимпийская чемпионка Камила Валеева. Ранее в рамках фестиваля приезжала еще одна олимпийская чемпионка Алина Загитова. Юные спортсмены республики всегда с нетерпением ждут приезда звезд фигурного катания. Привет, Якутск! Рада стать частью главного события весны в Якутии. Фестиваль «Муссустар» объединяет самых активных и талантливых. До встречи! Нам сказали подготовить деток, что будут совместные с ней номера. Где-то наши детки будут задействованы в качестве массовки. Еще планируются какие-то синхронные номера. Я впервые стала на коньки в 2 года. С тех пор я обожаю фигурное катание и с 3 лет начала заниматься. Я посещала фестиваль «Муссустар» и встречалась с Алиной Загитовой. В этом году я жду нетерпением олимпийскую чемпионку Камилу Валееву. На этой неделе республика наблюдала за результатами «Оскара». Причиной ажиотажа в том числе стало тот факт, что якутяне, брат и сестра Арбугаевы, попали в список претендентов на получение заветной статуэтки. Картина Максима и Евгении боролась в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм», рассказывает Валерия Наумова. 22 апреля 2015 года Максим Арбугаев выкладывает у себя в социальных сетях шуточный коллаж, где с помощью фотошопа поставил себя в ряд с победителями премии «Оскар». Спустя 8 лет Максим и его сестра Евгения отправляются на одну из главных кинопремий мира, и в интернете распространяются уже реальные фотографии. Брат и сестра Арбугаевы стали первыми якутянами, вошедшими в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм». В итоге победа досталась ленте «Заклинатели слонов». Тем не менее, попадание в список номинантов – это уже большая победа. Нам очень приятно и тепло получать слова поддержки с нашей Родины. И, естественно, мы всегда думаем о Якутии, вспоминаем и продолжаем получать вдохновение и поддержку от вас. Так что спасибо вам большое. Картина «Выход» была снята в разгар пандемии в 2020 году. Съемки длились в течение 3 месяцев. Фильм рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чекалева на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке. Исследователь северной фауны на протяжении 10 лет наблюдает за самым большим на планете лежбищем моржей. Aggressive, but they're very vulnerable because they were not in their natural environment. So I think they were in much more trouble than us. Есть такая тема, когда не ты находишь идею фильма или проекта, или героя, а герой сам тебя находит, или там идея тебя сама находит. И тут, наверное, произошла вот эта магия того, что все соединилось, все встретились, да, вот на Чукотском, на побережье Чукотского моря. Герой видел фильм, ему очень фильм понравился, и для нас это очень приятно. И весь мир сейчас познакомился с ним, с его работой, и у него очень важная работа, которая дает понимание
касаемо климата, касаемо животных. Первую отличившуюся работу Максима Арбугаева можно отметить фильм «Генезис 2.0» об охотниках за бивнями мамонта. Над картиной он работал совместно со швейцарским режиссером Кристианом Фраем. Эта лента была отмечена наградой за лучшую операторскую работу на фестивале «Санденс». Евгения же работала фотографом-документалистом, устраивала персональные выставки и публиковала свои работы в известных журналах. В частности, именно она создала портрет Греты Тунберг для журнала «Тайм». В конце февраля этого года на родине талантливых режиссеров признали в национальной кинопремии «Чепчал». В этом году впервые вручили 2 спецприза – «Прорыв года» и за вклад в развитие якутского кино. Награду «Прорыв года» получили Евгения и Максим Арбугаевы. Дорогие земляки, спасибо вам большое за кинопремию «Чепчал». Для нас очень приятно получать эту награду. Спасибо организаторам премии и всем, кто сегодня собрался. В свою очередь, пользователи соцсетей предложили подарить Максиму и Евгении народный «Оскар», чтобы отметить их триумф на международной арене. За основу взят пример, когда был сделан якутский «Оскар» для Лео. Инициативной группы пока нет, но задумка хорошая. Прикоснуться к творчеству якутских кинорежиссеров, о которых узнал весь мир, можно на YouTube, а также на отечественных стримингах. Валерия Наумова, Максим Кардозу, Виктор Олесов, Якутия. День за днем. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». В студии для вас работал Петр Васильев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч.